Центральное отопление, пришедшее на смену дровяным печам, воспринималось в свое время восторженно. Такая система подачи тепла в квартиры действует по сей день, более того, является стандартом городского отопления. Но меняются экономические реалии, появляются новые технологии, и все чаще индивидуальное отопление становится серьезным аргументом при выборе жилья в многоквартирном доме. Экономия на платежах за жилищно-коммунальные услуги и возможность самостоятельно регулировать комнатную температуру. Такими аргументами руководствовалась и героиня нашего сюжета Райса Кадырова, выбирая квартиру в тогда еще строящемся доме по адресу Белова 6. В пользование собственникам квартиры были сданы в летний период. Серьезные проблемы вскрылись только осенью, с началом отопительного сезона. Вот у нас котлы здесь. Вот у нас котел, отработанный газ выходит туда. Вот отработанный. Он же должен уходить наверх. И тут же вентиляция. Видите? Вот этот угарный, вот труба, угарный газ туда выходит и обратно к нам выходит сюда. Квартиру. Не уходит он? Нет. Туда он не уходит. Мы включаем эту, включаем, он тянет сюда. Мы угораем. Ну, садится, трещина. Вот на третьем этаже потолки сыпятся в квартирах. Ну, в основном вот это газ. Не можем, мы уже скоро вызвали, 2 раза угорели. Ну, что это такое? И вечером начинать с 11 ночью, 1:30 вот мы вызывали. Вдвоем не могли встать, я уже до соседей достучалась. Открыли на улице, ночью как ходить одеты, все открываем. Проживание в новой квартире скоро обернулось для собственников настоящим кошмаром. Существование в таких условиях просто опасно для жизни. Никаких действий, направленных на устранение проблемы, долгое время вообще не предпринималось. Согласно букве закона, еще 3 года после сдачи жилого дома ответственность за объект несет застройщик. Строительные работы велись обществом с ограниченной ответственностью «Регион С». После смерти директора строительная компания распалась. Работы на финальном этапе, согласно полученным комментариям, велись буквально на деньги будущих жильцов. Опытный взгляд легко находит недочеты, сделанные наспех работы застройщика. Вот давайте посмотрим окна. Нет отлива. Фасад сам по себе не покрашен. Так водоэмульсионной краской, черновая отделка так называемая. Смотрите, отмостки какие, уже просели давным-давно, герметизации нет. В марте прошлого года дом был принят на обслуживание управляющей компании МУП «Сибайводоканал». Ответственная компания предприняла ряд действий, направленных на устранение основной проблемы, когда вследствие неверной организации системы дымоотвода продукты сгорания попадают обратно в жилые помещения. В квартирах были установлены приточные клапаны, удлинены дымоходы. Однако ощутимых изменений принятые меры не принесли. Усложняет процесс и отсутствие сопутствующей документации к жилому дому. После ликвидации компании-застройщика все бумаги оказались странным образом утеряны. Проведение повторной экспертизы и реконструкция жилого помещения в случае необходимости требует существенных затрат как по средствам, так и по времени. Есть специальные приборы с видеокамерой, которые можно опускать, посмотреть, найти причину. Но если первое, как говорится, что можно сделать, можно установить на каждой проблемную квартиру индивидуальный дымоход. Но это нужно вносить изменения в проект, согласовывать этот проект, возможно, делать экспертизу. То есть это вопрос не быстрый, вопрос, требующий затрат. У нас, как говорится, денег на это нет. Жильцы, соответственно, тоже такие затраты нести не могут, это не их вина. Кто это будет делать, мы будем решать. Согласно полученным комментариям, прежде чем дом поступил на баланс МУП «Сибайводоканал», объект почти год простоял неприкрепленный ни к одной обслуживающей компании. Таким образом, заложником сложившейся ситуации сегодня оказались как собственники жилья, так и лица, вынужденные нести ответственность за недобросовестную работу застройщика. Как и в какие сроки решится проблема, вопрос в настоящее время остается открытым. Ринат Музафаров, Радмир Асингулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.